Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как пламя поглотило торговые павильоны на Мамадышском тракте. Не закрыто было, и вдруг дым идет. Вышли, уже начался разгораться. И как продавцы отстаивали свое имущество. Расскажем, как погоня за дешевизной обернулась ущербом в 60 миллионов рублей. Сначала сказали в феврале, потом через месяц. Каждый все обещали. Мужчина обманул 50 человек, предлагая недорогие автомобили. А также хроника дорожных происшествий. Говорит, что не заканчивал маневр, а просто, говорит, у меня горел зеленый свет. Что, получается, у нас у обоих горел зеленый свет, что ли? Это и не только прямо сейчас. Сразу два киоска сгорели дотла на Мамадышском тракте. Первым вспыхнул киоск по аренде инструментов. Он был закрыт, и работники других торговых павильонов просто не могли туда зайти, чтобы потушить пламя. Огонь быстро добрался до соседнего киоска, где торговали шаурмой. Все боялись, что пожар затронет и другие торговые точки. И, позвонив в пожарную охрану, пытались отстоять свое имущество. Татьяна Тимошенко расскажет, чем все закончилось. 6 часов вечера огонь, вспыхнувший в закрытом ларьке, моментально перекинулся на соседний киоск, где продавали шаурму. Люди боялись, что пламя может перекинуться и на другие торговые павильоны, поэтому постарались потушить пожар своими силами. Снегом не получилось. А из-за чего все произошло-то? Там закрыто было у них? У них закрыто было? Не закрыто было, и вдруг дым идет. Вышли, уже начался разгораться. Снегом закидали, бесполезно. Молодцы, быстро приехали. Вообще МЧС молодец. Быстро реагировали. Если 10 минут опоздали бы или 5-7 минут, все, это тоже сгорело. Огонь вспыхнул в киоске по аренде инструментов. На момент возгорания внутри никого не было. Пожар начался спустя 20 минут с момента окончания рабочего дня. Строение полностью сгорело. Такая же участь постигла и киоск по продаже шаурмы. Точка общепита не была застрахована. Досталось и еще одному рыболовному магазину. От пожара частично пострадали стены и потолок. Впрочем, причиненный материальный ущерб его владельцам еще только предстоит подсчитать. А вот хозяевам киоска по продаже шаурмы предстоит восстанавливать его с нуля. Деньги они рассчитывают получить с тех, по чьей вине и произошло возгорание. Площадь пожара порядка 80 квадратных метров. Причина произошедшего выясняется. За медицинской помощью никто не обращался. Татьяна Тимошенко, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 36-летнего мужчину пожарные спасли из огня в Зеленодольске за полчаса до полуночи. По номеру 101 поступило сообщение о пожаре на улице Энгельса. Горела квартира на 3-м этаже 5-этажного жилого дома. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 10 человек. В горящей квартире в густом дыму пожарные обнаружили мужчину, надели на него дыхательную маску и вывели на свежий воздух. С огнем справились быстро. Горел диван на площади в пол квадратного метра. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Все экстренные службы города приехали поздним вечером на улицу Гагарина. Напротив роддома прохожий обнаружил подозрительный предмет. Он был похож на гранату. Мужчина сообщил об этом охраннику медучреждения, а уже тот вызвал полицейских. Улицу оцепили. Прибывшие на место специалисты выяснили, что предмет, похожий на снаряд, муляж боевой гранаты. В результате инцидента никто не пострадал. Обоим горел зеленый. В этом водители столкнувшихся машин убеждали друг друга после аварии на пересечении улиц Нариманова и Татарстана. Один выехал на перекресток после того, как ему загорелся разрешающий сигнал светофора, а второй в это время ехал ему на перерез, будучи уверенным в своей правоте. Айгуль Бадрудинова, мнение обоих водителей. Я никогда сразу не трогаюсь. Я знаю то, что красный наш зеленый общий может быть. Я всегда делаю паузу. Четверть, полсекунды, потом начинаю трогаться. Такого же правила начала движения со светофора водитель «Тойоты» придерживался и в этот раз. Говорит, дождался разрешающего сигнала светофора, постоял еще немного и только потом тронулся. Успел пересечь трамвайные пути, и в правое колесо его автомобиля въехал Hyundai Solaris. Таксист двигался ему на перерез с улицы Татарстан. Он тоже как ни в чем не бывало, просто ехал, вообще не тормозил, я в шоке был. Если у меня зеленый свет уже как минимум 2 секунды горел, у него ведь не должен был тоже зеленый быть.
В аварии никто не пострадал. Повреждения у «Тойоты» были минимальные. У автомобиля такси отвалился передний бампер. Его водитель был весьма неразговорчив. При этом свою вину он не признавал. Он, кстати, говорит, что не заканчивал маневр. А просто говорит, у меня горел зеленый свет. Что, получается, у нас у обоих горел зеленый свет, что ли? Так же не бывает. То есть, я так понимаю, он вину не признает, не вы, да? Не признает. Ну, у меня все на видеорегистратор записано. Флешка у меня, я просто не могу сейчас воспользоваться. Я домой приеду, у меня доказательства есть. И свидетель есть. Возможно, именно благодаря записи с видеорегистратора водителя внедорожника автоинспекторам удастся установить виновника этой аварии. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Выезд на красный свет стал причиной и крупной аварии на пересечении улиц Фучика и Завойского. Там столкнулись «Инфинити» и БМВ. Опасный маневр, по уверениям очевидцев, совершил водитель немецкой иномарки. С подробностями Нафиса Минязова. Обе иномарки получили серьезные повреждения. К месту происшествия тут же приехали медики и автоинспекторы. Но помощь фельдшера, к счастью, никому не понадобилась. Ни один из участников аварии комментировать произошедшее не захотел. По словам очевидца, водитель автомобиля БМВ ехал по улице Фучика на запрещающий сигнал светофора, в то время, когда «Инфинити» ехал по улице Завойского на разрешающий. Произошел удар прямо в центре перекрестка, и «Инфинити» отбросил на дорожный знак. Сейчас автоинспекторам предстоит восстановить картину произошедшего. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, вызов 112. Более 50 потерпевших, ущерб 60 миллионов рублей. На скамье подсудимых 34-летний житель Зеленодольска Андрей Кириллов. Как сегодня в Московском суде Казани рассказали обманутые люди, подсудимый целый год с 2018 по 2019 предлагал всем и каждому купить автомобили всего за половину их реальной цены. Объяснял это просто. Машины конфискованы и продаются через торги, о которых мало кто знает. Из зала суда Нафиса Минязова. В ноябре я передал деньги. Где-то сказали, что в феврале месяце, где-то в середине, обещал то, что машину привезти. Он хотел элитный автомобиль, но денег было только на рядовую иномарку, пусть и не в самой бедной комплектации. И тут подвернулся случай. Приятель познакомил его с Андреем Кирилловым, рассказав, что он имеет доступ к конфискованным автомобилям и может помочь купить желаемое за полцены. Мужчина поверил, заключили сделку, отдал 750 тысяч рублей, договорившись, что остальную половину отдаст после того, как получит машину. Это был аванс. Он сказал то, что как машина будет, остальные 750 тысяч в феврале передадите. Я звонил, он трубку не стал дать. То есть потом сначала сказали в феврале, потом через месяц. Каждый... Все обещали. И только летом 2018 года мужчина понял, что его обманули, написал заявление в полицию. Там и узнал, что он совсем не первый и далеко не последний, кто остался без денег и машины. Информация о дешевых автомобилях быстро распространялась по сарафанному радио. Следователи установили, что за год подсудимому удалось обмануть 52 человека на сумму более 60 миллионов рублей. По всем установленным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере», которые в дальнейшем объединили в одно производство. Тогда полицейские вышли на след подозреваемого. Жителя Зеленодольска Андрея Кириллова задержали. Выяснилось, что закон он переступает уже не в первый раз. Ранее судимый? Да. Давно? 1,5 года. Какая статья там была? 159. Тогда Кировский районный суд признал его виновным в мошенничестве с ущербом почти в 3 миллиона рублей. Было установлено, что, будучи исполнительным директором агентства недвижимости, он узнал, что приставы передали на торги 4-комнатную квартиру в Новосавиновском районе. Нашел на бесплатном сайте покупательницу и обещал ей выигрыш на торгах, взяв у нее 3 миллиона рублей. К слову, к тому моменту торги уже прошли, и у квартиры был реальный покупатель. Тогда ущерб он возместил, суд это учел и приговорил Андрея Кириллова к 3 годам условного заключения с испытательным сроком 2 года и штрафом 200 тысяч рублей. Отбыть наказание полностью он не успел, попался за мошенничество еще раз. Теперь вину он хоть и признал, но частично. И теперь у него есть все шансы отправиться в места лишения свободы. Избежать этого возможно только если дело закроют за примирением со всеми потерпевшими. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.